В отдельном селе Кытылдюра Хангаласского района обновили уличное освещение благодаря программе поддержки местных инициатив. Ранее горевшие здесь фонари не выдерживали низкие температуры и затухали. Теперь местные жители ждут, когда ударят крепкие морозы, чтобы проверить новые лампы. Подробности в материале Виолетты Засимовой. Село Кытылдюра состоит из одной улицы, названной в честь писателя-фронтовика Исая Никифорова, и множества переулков. Вдоль центральной дороги расположены все социально важные объекты – больница, школа, администрация, культурно-спортивный клуб и так далее. По словам местных жителей, освещение единственной улицы было не на должном уровне. Поэтому, когда в прошлом году решался вопрос, какую заявку отправить на конкурсный отбор по программе поддержки местных инициатив, большинство жителей проголосовали именно за уличное освещение. На общем собрании жителей села мы решили, что каждый житель, не каждый житель, а с каждого хозяйства будем собирать по 500 рублей. И пенсионеры у нас в первую очередь сами стали приходить и сдавать эти 500 рублей. Помимо самих жителей и наследной администрации, также вклад внесли многочисленные спонсоры, начиная от местных предпринимателей и заканчивая народным депутатом Алишем Мамедовым. И вот теперь отрезок улицы Исая Никифорова протяженностью 5 километров озаряют 90 светодиодных ламп российского производства. Программа поддержки местных инициатив продолжается. И в наследии уже выбирают, какой проект представить на 2019 год. Ну, так как у меня есть дети, я хотела бы, спортивная площадка же у нас есть, которую сделали. Там, например, спортивные инвентари, там еще немножко качелей или там... Новые объекты, новое оборудование, да? Ага. Инвентарь. Ага. В итоге на сельском сходе кытылдюринцы решили обустраивать свою зону отдыха, которая совмещает в себе и спортивную, и детскую площадки. В частности, здесь хотят установить концертную сцену и уличные тренажеры. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус.